Изенер Прайзена. Всем привет. Мы продолжаем уроки хакасского языка, дистанционное обучение. Сегодня у нас девятый урок. И у нас было задание. Задание я сейчас включу, демонстрацию экрана. Вас попрошу, меня видно или нет. А Юля, тебе надо будет подготовиться. Ты готова, Юля? Да, я в чат отправила по 3. Ага, хорошо, да. В чате видно. Вот эти вот по 3 примера, они у тебя выполнены. То есть это прошедшее, настоящее, будущее времена. Хорошо. Да, 3 времени. Так, давайте я все равно включу демонстрацию экрана, чтобы остальные участники наши видели, имеется в виду те, кто придут в YouTube. Смотрите, всем видно, нет? Мой рабочий стол. Да, видно. Ага. Ну, давай, Юля, начнем с себя, поехали. Домашнее задание. Зенар Прайзена. Иртен усхунгам табрах тургам туалетке кергем. Уртем. В прошедшем времени. Угу. Утром проснулась быстро, встала, в туалет пошла. Угу. В настоящем времени зарядка ичем или ичебен сре чунчем чабен тыс арлапшам арлапшам тыс арлапшабен. Так, ну мы сейчас будем проходить урте, так. Чижингнеме чилычарам чилытарбен чижингнеме пызырам. Так, так, пызырарбын. Давай вот без мин. Чижингнеме пызырам, наверное, да? Ну, пызырарбын, пызырам там правильно. Так, и чижингнеме щилыдам. Прошу прощения. Чижингнеме щилыдам. Так, все? Прайба. Все, да, я забыла, оказывается, еще одно предложение. Ага, да, вот. Ну, в общем, пока все, у нас больше вот, там больше никого нет. Оксана, давайте ваши примеры. Изенер. Изенер. Ну, я, видимо, неправильно поняла задание, потому что я делала таблицы. Так, ну давайте, а что вы там сделали? Иртен усхунга бын, иртен усхунгам, иртен усхундым. Правильно, все правильно, да. Уртем. Настоящий иртен усхунча бын, иртен усхунчам. Все правильно, да. Угу. Будущий иртен усхунар бын, иртен усхунам. Урте, да, все правильно. Так, и все, да? Ну, еще табрах турчам. Быстро встаю. Табрах турга бын, табрах тургам, табрах турдым. Орте, табрах турдым. Так, дальше. Настоящая табрах турча бын, табрах турчам. Орте, правильно. Будущее табрах турар бын, табрах турам. Турам, ага, орте. Табрах турам, орте. Ну, туалетки кырчем. Здесь может быть ошибки. Туалетки киргэбин. Кыргэбин, кыргэбин. Киргэбин. Туалетки кыргэм. Туалетки кырдым. Ну, туалетки, ага. Туалетки кирчебин. Туалетки кирчем. Туалетки кирербин. Туалетки кирем. Крем. Все. Ага. Все, Шарир. Ну, шахсы, в принципе, неплохо. Давайте мы продолжим теперь дальше. Пройдем сейчас новую тему, да? 9 занятия у нас смотрите. Так, по-моему, Татьяна, там дверь скрипит, честно сказать, мешает. Так, смотрите, дальше. Смотрите, вот я сейчас дам таблицу, да?
Вот. Эта таблица у вас есть. Теперь вот эту таблицу мы применим к профессиям. Я тут прописал вопросы, чтобы у нас... мы сегодня потренируемся еще по этим вопросам. Смотрите, вот, допустим, да, в хакасском языке вот эти вот местоимения можно... Ну, я предлагаю вот заучить пока вот по профессиям. Тут кроме профессии больше ничего нет. И новые слова надо будет запоминать. Ну, давайте начнем. Син кемзен. Ты кто? Срер кемзер. Так, подождите. Так, син кемзен, ты кто? Срер кемзер, вы кто? Вы кто? И дальше вот обычно, когда спрашивают о деятельности человека, да, чем человек занимается, син кем полып тогын чазым. Ты кем работаешь? Ты кем являясь работаешь? Вот точнее так будет, да. Срер кем полып тогын чазар. Срер кем полып тогын чазар. Вы кем работаете? И вот, допустим, мы сейчас будем выстраивать диалог, и сегодня мы это сделаем. Вы можете ответить. Вот, син кем, кемзин – это один вариант. Ты кто? Тут имеется в виду, что вы можете ответить. Это обширный вопрос, конечно. Можете ответить по профессии, вы кто, да. Вообще вы кто по роду деятельности, откуда вы родом, допустим. Это обширный вопрос. Но когда спрашивают син кем полып тогын чазым, ты кем работаешь, да, это вполне конкретный вопрос. Мин угречебин. Я прочитаю, зачитаю, чтобы слышали, как звучат слова. Мин угречебин, я учитель. Мин имжебин, я врач. Мин хабаржебин, я хабаржи, журналист, да, тот человек, который работает в системе СМИ. Вот, по-хакасски хабаржи, да. Мин хосшебин. Я художник, хосще художник, мин малжибн, малжиб человек, который работает в сельском хозяйстве, это скотник, да, мин малжибн. Может он пасти овец, может быть он коров пасет, да, но в общем он работает в системе сельского хозяйства с животными. Мин малжибн, кёкжибн, кёкжи певец, мин кёкжибн, хайжибн, человек, поющий горловым пением, хайджи. Тельбекшибин, тельбекши, танцор, я танцор. Хамман, хам – это шаман, я шаман. Дальше, син журналистсың, блогерсың, трактористсың, программистсың, юристсың, архитекторсың. Я тут намеренно подобрал русскоязычные слова, чтобы понимали, как работают аффиксы вот в этой системе, да. Журналист, сын, допустим, заканчивается на глухое, идет сын, да, ну и так далее. Ол пастых, тут аффиксов нету. Ол пастых, он начальник. Устахжи, руководитель. Хам, так, сейчас, подождите. Хам, шаман, тренер, это тренер, да. Күресші, борец. Агроном, думаю, понятно. Таксист, тоже понятно. Наука тогын жизы, буквально научный работник или ученый. Кибельсші, стихотворец. Шаячи, буквально творец. Но шаячи это, под шаячи можно подвести любые творческие профессии. Театр ойынжызы это артист. Ну, я тут еще артист прописал. В общем, для ол здесь аффиксов нет. Дальше. Ол. Піс пүдірік жібіз, істізік жібіз, сом жібіз, сарын жібіз. Сірер пүдірік жібіз, мы строители, істізік жібіз, мы исследователи. Но істізік жі, исследователи, они тоже могут быть разных категорий, разного ранга. Это могут быть научные исследователи, да, еще чего-то, люди, исследующие что-то. Сом жібіз, фотографы, саранджибыс, певцы.
Серер вы, серер редакторзар, вы редактор. Садыгжизар, садыгжи продавец. Менеджерзер, вы менеджер. Хадыгжизар вы. Охранник, хадыгжи тоже, может быть, это сторож быть, да. Хадыгжи тот, человек, который что-то стережет, хадыгжи. Олар, они, олар тимир шолжилар. Тимир шолжи, буквально железнодорожник. Тимир шолжилар, они железнодорожники. Хантигржилер, хантигржи, космонавт. Хантигржилер, космонавты. Тис имжилеры, тис имжизи, это буквально врач, зубной врач. Тис имжилеры, зубные врачи. Харрах имжилеры, харрах имжизи, это офтальмолог. Да, харрах имжилеры, офтальмологи. Ну вот таким образом используются аффиксы с местоимениями, и эту таблицу надо будет вам запомнить. А теперь смотрите, давайте вот теперь на практике мы попробуем сейчас с вами пообщаться. Я сейчас перейду в комнату, подождите. Так, вообще вы меня слышали? Не то, что я говорил? Да, Да. слышно. А то я что-то думаю, что слышно, не слышно. Так, подождите, я сейчас... Так, ну давайте, Наталья, я сейчас у вас спрошу. Серер кемзер, вы кто? Имеется в виду по профессии. Вы можете любую профессию назвать из заданного, да? Вот, нет, давайте я все-таки включу, наверное. Думаю, сейчас, подождите, демонстрацию. Из заданного. Так, из заданного, да, видимо, сейчас. Серер кемзер, вы кто? Так, Мин телбекши зын. тельбекши, зим или... Ну, Телбекши. тельбекши, Мин бин. телбекши лучше. без. Бын. Бин, да. Тельбекши, бин. Тельбекши, бин. Понятно, Я. да? Ну, знаете, вот я не стал здесь пока вводить аффиксы сагаизма, скажем так, да, ну, сагайцу употребим. Тельбекши, зим, они сказали бы. Я пока не ввожу, мы потом это обсудим. Хорошо, пока я даю литературную форму. Давайте еще раз. Серер кемзер. Мин телбекши бын. Орта, так. Дальше. Юля, серер кемпол тохчезар. Тоже любую можешь выбрать, да, и ответить. Юля, слышно, нет? Так. Простите, у меня микрофон, оказывается, был выключен. Ага. Мин менеджер бен. Так, еще раз. Менеджер. Мин менеджер. Менеджер бен. Во, мин менеджер бин, да. Мин Мгм. менеджер бин. Так, Оксана, серер кемзер. Мин угречебен. Мин угречебин, орта. Татьяна, серер кемзер. Так, сейчас подождите. Ага, Татьяна, сейчас слышите, нет? Я. Ага, Татьяна, серер кемзер. Мин ибжебин. Имжибин. Имжебин. Имжибин. Имжебин. Ага, Имжебин. Орта, мин имжибин. Так, давайте еще потренируемся просто по произношению. Допустим, давайте, Татьяна, я вас прошу зачитать мин угречебин, мин имжибин и так далее. Вот где-то 5 слов, хорошо? Давайте, Татьяна. Мин угренжебин. Мин Угречебин. инжебин. Мин инжебин. Да, имжебин. Так. Мин хабаржебин. Хабаржибин, там вам плохо, видимо. Да, плохо видно. Да. Хабаржебин. Хабаржибин. Хабаржебин. Мгм. Мин мылжебин. Малжи, это скотник. Мылжебин. Малжибин. Мин хайжебин. Хайжибин. Хайжебин. Мин хаммын. Хамман, я шаман. Хамман. Так, Наталья, можно вас попросить син теперь прочитать, вот, ну, пусть русскоязычные слова. Наталья. Я черер. Син журналистен, Мгм. блогерзен, трактористен, программистен, юристен, архитекторзен. Шахсы хандра. Так, Юля, давай пис мы. Педерекжибес, Пюдерикжибис. педерекжибес, эстекжибес, Ага. сомжибес, саренжибес. Орта. Так, и Оксана, серер. Редакторзар. Садыгчизар. Менеджерзер. Хадалчизар. Хаддыгжизар.
Хадахчизар. Ага. Так, ну давайте, Наталья, еще раз. Олар, зачитайте, пожалуйста. Олар. Олар. Олар тимір шолылар. Шолжилар. Хан Тимир. тимір шолжилар. Ага. Хан тигіржилер. Тигржилер. Тис- Хан тигржилер. Ага. Тіс имжилері. Тис. Харах имжилері. Орта. Тис Тис имжилері. имжилері. Харах имжилері. Тис имжизе. Это тис имжизе. Это зубной врач. Харах это глаз. Да. И по аналогии там можно построить там нос, рот, ну, в общем, все вот эти шурек имжизе, да, кардиолог, может быть, лечащий сердце, да, и так далее. В общем, смотрите, давайте теперь, что мы сделаем сейчас, подождите, я еще раз включу. Вот, сюда. В идеале мы прошли сказуемую форму, да, теперь как бы вы можете сказать, кто, допустим, я и кто еще кто-то другой человек. В идеале как бы мы прошли еще времена глагола, да, и теперь смотрите, вот надо будет, я вам эту таблицу вышлю, вот мин парга бын, да, вот смотрите, вот. Мы потом на следующем занятии, думаю, это сделаем. А теперь давайте так, еще раз мы пройдемся по вот этим формам. Теперь надо будет сказать следующее. Ну, допустим, Юля, давай с вас начнем. Вы скажете, допустим, мин менеджер бен срер имжизер. Вот два вот этих примера понятно, да? Мин менеджер бен срер имжизер. И где-то 2-3 примера, хорошо? Давайте я сейчас еще раз верну профессию. Вот давайте. Давай, Юля. Мин хажибан син журналистсан. Орте. Так, еще. Мин угречебан син архитекторзан. Угречебен. Угречебан архитекторзан. Сен архитекторзан. Так, еще. Мин хабаржибан син трактористсан. Угу. Наталья, давайте 3 примера. Любые берете из этого варианта. Мин, син, ол, сирер, пис, сирер, олар. Любые 3 варианта. Мин угренчибен. Угречебен. Угречебен, я учитель. Мин ханчам шофтер мин угренчибен, срер угречезер. Ага. Мин угренже это ученик, да? Мин угренжебен, сирер, угречезер. Шахсы. Дальше. Мин телбекшибен, срер менеджерзер. Менеджерзер. Так. Мин kökjibin, срер хадагшизар. Хадагшизар. Ага. Хадагшизар. Давай еще один какой-нибудь пример. Жизар. Мин малжибин, срер редакторзар. Мин малжибин. Малжи – это человек, который работает в области сельского хозяйства, да, ну, скотник буквально. Мин малжибин, срер, редакторзар. Так, Оксана, давайте то же самое. Вы можете любые местами. Срер, допустим, олар, да. Мин хажибин пис пудырыкшебыз. Можно вот смотрите, давайте так. Пис и срер. Давайте возьмем вот эти 2 варианта, хорошо? А любые профессии вы можете применять вот из этой категории. Еще. Пис пудыргышебыз, срер садыхчызар. Так, пис пудыргышебыз, срер хадыгжызар. Так, дальше. Аннандар. Дальше. Пис сомчибыз, срер менеджерзер. Я пис сомжибыз, срер менеджерзер. Орта шахсы. Аннандар. Пис сарыншибыз, срер хадахчызар. Пис сарыншибыз, срер хадыгжызар. Так. Давайте еще один пример. Пис
имчибыз сырыр хайджизар. Сырер хайжузар. Вот. Пис имжибис сырер хайжузар. Переводы. Мы Имже. Врачи. врачи, а вы хайджи. Вы хайджи, да. Исполнители, да, горлового пения. Так, ну, думаю, что, наверное, вот, Оксана, новых слов много нет, которые вы не понимаете. Можно сомжи это... фотограф. Вспомнила. Это фотограф, да. Давайте вот еще раз. Я буду читать, а вы говорите что-то, это знаю. Садыгжи. Садыгжи. Садыг – это буквально продажа. Садыгжи – продавец. Так, еще какие слова? Хабаржи. Хабаржи журналист, работник СМИ, тот, который создает новости. Хабаржи. Стезигжи буквально исследователь, или может быть следователь, может быть, в общем, работать в полиции, да, стезигжи, следователь. Сомжи, сарнжи. Так, ну хорошо. Наталья, вопрос к вам. Для вас есть новые слова тут? Или все уже знакомо? Ну, вот эти новые я запомнила. Так, а какие новые? Хабаржибын на сестер. Ага. Малжибын. Малджибан, так, еще. Ну, еще. Так. Сейчас найду. Ну вот, Садыгжизар. Садыгжизар, да, вы продавец. Хадыгжизар. Сторож, да. Истезигжибыс. Да, стезигжибыс. Сомжибыс. И пюдрыстыгжибыс тоже. Пюдрыгжи строитель. Пюдрыгжибыс. Ага, пюдрыгжибыс строитель. Так, Оксана, Юля, для вас есть новые слова? Да, забыла стегзжибыс. Стезиг – это буквально идти по следам, да? По следам. Следователь, да, вы сказали. Следователь, да. Стезигжи – следователь. Ну, скорее всего, следователь ближе всего. Еще. Хадахжизар – это охранник, да? Охранник, Сторож. да. Хадахжи – охранник, сторож. И хантигржилер тоже. Да. Ну, хантигр, смотрите, это базовое слово. Это небо. Небо, да, космос. Хантигржи – космонавт. Именно космонавт, вот это слово в хакасском языке, оно было введено в оборот в 60-е годы, когда первый раз полетели хантигржи, космонавты. Так, во все остальные слова знакомы. Кёкжебен. Кёкжи. Кёк – это буквально песня, мелодия. Кёкжи. Певец. Да, певец. Тут два слова, кёкжибен и саранджибен. Где-то я тоже прописывал саранджибен. Саранджибес. Вот, саранджибес. Это синонимы слова, они похожи, смысл один и тот же, по сути. Так, ну, в принципе, вот моя задача какая сегодня была, познакомить вас с аффиксами местоимений, вот, аффиксальные, так называемые аффиксы сказуемой формы. Имеется в виду, вот, обычно же глаголы, то есть слова движения, да, глагола, они стоят, вот, мин одршем, допустим, да, они стоят после подлежащего, сказуемой. А тут вместо движения выступают субъекты. То есть это не движение, да, а какие-то вот другие обозначения. Это субъекты. Ну, в общем, задача такая была. И понятно, что у аффиксальных, у сказуемых форм другие аффиксы. И эти аффиксы надо будет запомнить, ну, на автомате. Мин, гречибин, имжибин, хабаржибин, ну, бин, 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 да, мин, мин, это для мин, ну и так далее. Вот. Сургулар парба. У меня сейчас время записи, а то заканчивается. Сургулар шелхов. Сагым сургулар шелхов. Так, ибдеги тогас. Домашнее задание. По этим словам минсин, да, ол писсерер улар по местоимениям надо будет теперь составить какие-то осмысленные фразы вот к этим глаголам, которые я давал ранее. То есть там есть порция слов, да, их надо
сконструировать. Что вы сконструируете, я не знаю. Давайте по 5 примеров, хорошо? Любые конструкции. В любых временах. Понятно задача? То есть теперь уже, вот смотрите, надо будет конструировать вот из этих таблиц и из этих таблиц.